Кто защитит ваши интересы в случае ухудшения экономической ситуации в стране? Никто не защитит. Почему считаете, что никто не защитит? Но то, что в России надо рассчитывать на себя. Всегда верю в наше правительство, Владимира Владимировича, и, собственно, рассчитываю на свои силы. Собственно, да, профсоюзы – это нахлебники ерунда. Кто? Никто. Сам. Кто защитит мои интересы? Вы что? Кто нас может защитить? Правительство, премьер-министр. Экономическое положение занимается у нас премьер-министр. Только я сам. Ну а от кого ждать? Ну что, президент мои долги раздаст или что? У него свои дела. Почему считаете, что никто? Каждый человек сам должен в любой ситуации, при любом политическом режиме должен сам на себя брать ответственность. Мужчина должен надеяться на себя. Это нормально и естественно. Не на профсоюз же и не на государство, это по меньшей мере странно. Очень сложный вопрос. Вообще рассчитываю только на себя. Никогда не задавалась вопросом, кто еще может защитить. Честно скажу. К сожалению, да, у нас нет развитых профсоюзов и такой системы социальной защиты, на которую прям вот можно было бы рассчитывать. Остается только надеяться, что она будет. Я думаю, это функция государства, и то есть государство должно защищать нас от каких-то экономических потрясений настолько, насколько это возможно. У Центробанка какие-то функции прописаны, какие-то у правительства. Будем ждать от них каких-то решений. Пока никто меня не защищает. Я надеюсь только на себя. Сейчас в России нету тех, кто стал бы защищать экономические интересы народа. Отсутствуют такие организации. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.